И в конце выпуска о спорте. В Чувашии появился первый спортивный судья всероссийской категории по художественной гимнастике. Ей стала вице-президент Республиканской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной республики по этому виду спорта Ирина Штайнер. Приказ о присвоении Ирине Штайнер квалификационной категории спортивный судья всероссийской категории подписал на днях министр спорта России Виталий Мутко. Отметим, художественная гимнастика в Чувашии считается одним из самых молодых видов спорта. Федерация художественной гимнастики в Чувашии была создана в 2000 году. В память о лучшем тренере Чувашии в Новочебоксарске загорали награды традиционного турнира, посвященного Борису Петровичу Лесных. Личность для республики легендарная. Именно он стоял у истоков чувашского самбо и дзюдо. Его воспитанники всегда занимали места на престижных соревнованиях. Уже в 20-летнем возрасте ему присвоили звание мастера спорта Советского Союза. Таких успехов добивались единицы. Соревнования имени Бориса Лесных проводятся каждый год. Сюда съезжаются борцы из более чем 10 российских регионов. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Борьбой Борис Лесных увлекся в возрасте этих ребятишек. В студенческие годы представлял вузовскую команду на всероссийских турнирах. Спортивная карьера шла в гору. Его победы никогда не сменялись поражениями. Окончив институт с красным дипломом, он собрал и большой багаж золотых медалей. Еще! Вернувшись в Чебоксары из Горьковской области, Лесных и еще двое его однокурсников открывают первые секции самбо. Этот вид борьбы в городе был развит слабо. Через несколько лет свое мастерство он стал передавать молодым. Успех в тренерском деле не заставил себя ждать. Его воспитанник становится призером первенства Советского Союза. Мы больше постигали во время соревнований. И Борис, что его отличало, он никогда не стеснялся обратиться, как этот прием лучше делать, кто как делает. Красивые приемы, особенно подхват изнутри, это на моих глазах. Он его допытывался, сложный прием, очень такой эффектный. Его и самбисты, и дзюдоисты делают такой прием. Он очень пытливый был. Всего за годы своего тренерства Борис Лесных подготовил более 10 призеров престижных соревнований. Один из его учеников в схватке поборол спортсмена, который потом был признан лучшим дзюдоистом страны 20 века. Сейчас Валерий Степанов стоит у судейского руля. Турнир, посвященный личному тренеру, он старается не пропускать никогда. Каждый год сюда съезжаются многие ученики Лесных. Дань мастерству талантливого тренера каждый год отдают более 100 юных борцов. В Чувашию они съезжаются из Пензы, Самары и даже Якутии. Организаторы говорят, что дело, в которое Борис Лесных вложил свою душу, будет жить всегда. Соревнования проводятся уже в 11-й раз. У турнира появились постоянные партнеры, люди, неравнодушные к спорту и верящие в его развитие. Если мы раньше, до революции, брали, там есть купцы, были меценаты, и они говорили, что какую-то десятину надо отдать. То есть я тоже считаю, что какую-то часть, пусть небольшой, своей прибыли я должен потратить, наша клиника должна потратить на развитие спорта. Я не, так скажем, и если нас связывают родственные отношения с дзюдо и самбо, значит мы будем поддерживать дзюдо и самбо в Чувашской республике и будем всегда поддерживать турнир памяти Бориса Петровича Лесных. Не все упирается в деньги, не говорю, что у нас тоже всегда, может быть, их достаточно, но как бы нам, допустим, было не тяжело или не тяжело, мы должны поддерживать спорт. За 2 дня на турнире разыграли большое количество наград. За первые места в 7 разных весовых категориях соревновались не только юноши, но и девушки. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.